Ну как началось? Как СВО предложили, потому что я там до этого в командировке был. Поедешь с Улусаном Заболоцким? Мы сразу, да, конечно, тем более маршруты знаем, как-то немного уже ДНР выучили, потому что там были в командировке до этого по восстановительным работам. И тут СВО. Тут создали единый координационный центр при поддержке Арсения Сергеевича и под руководством Андрея Сандоминовича. Все, поехали, начали маршрут изучать. Мы даже не знали, где, получается, мобилизовали же всех, где они, даже парни, ну, на связь иногда выходят, они сами не знают, где находятся. Мы вот методом тыка вот так вот искали маршрут, логистику, все налаживали. И, ну и доставляли посылки, все. И они нам вообще, уже контакты уже все есть, уже получается. Мы знаем, где, как, где кто находится, и через них так как-то потихонечку ищем человека, даже вот в Якутии там родственники попросят или еще что-нибудь, сестры, там, жены, дети, найти, там, ищем, находим, доставляем, помогаем, спрашиваем, что, как, что надо. Ну, по полной программе, то, что можем от республики. Как ты совмещаешь это с функциями военного корреспондента? Расскажи про это. Ну, не знаю, как-то понравилось, предложили, я попробовал, понравилось. Да и легко получается. Парни со мной на контакте все. Я все равно везде езжу. Получается, от Херсона до, ну, вообще полностью фронтом. Запорожье, ДНР, ЛНР. Я наизусть знаю все дороги, где что находится. Поэтому легко работать и как бы по кайфу. Ты очень долго не был на родине. Когда ты вернулся, вот когда ты с аэропорта вышел, о чем ты подумал? О детях. И хорошо дома все равно. Кайфово. Ну, все равно долго не могу. Мне оттуда звонят парни, что, когда приедешь, когда, что там. Они тоже на задачу ходят, там сидишь, переживаешь, ну, получается, смотришь там по телефону. Ну, обычно там некоторые по 3, по 4 дня. Ну, или на связи пропадает, тут появляется, о, хорошо, все нормально, живой, там, общаешься. Дети, они смотрят твои репортажи, они о чем говорят, когда с тобой общаются на привате? Но они гордятся, радостные. Они знают, что папа на войне помогает там. Можно много вспомнить, в принципе. Там, я помню населенный пункт, наш опорник есть Игорь Попов. Мы на УАЗике поехали, передали все. С нами еще человек был, получается, ну, передавал. Мы передали, все, парни прятались в домах, быстренько выбежали, мы все передали. Мы начали отъезжать, ну, в безопасную сторону, и по нам начал град работать. А мы начали на УАЗике топить. Я первый раз увидел, что УАЗик до 140 разогнался. Игорь, получается, топит. И мы смеемся. А сзади там человек там, думает, они дураки, что они смеются. Ну, а что? Град, грубо говоря, летит ему рядом. А мы смеемся и по трассе летим. Дороги там плохие же. Всяко разно пролетели. Помогает, это проще. Я всегда, например, на позитиве, даже тяжело. Ну, конечно, там столько парней погибло, друзей там сблизился за это время, там погрустишь, а потом, ну, а что, хорошее только вспоминаешь. И думаю, он тоже будет рад, то, что только хорошее вспоминаешь, не грусти. А что грустить-то? В школе учился, 29-го заканчивал, потом армия, потом работа, ну, такая неопределенная была. Ну, в основном спорт. До армии вольной борьбой занимался. В армии начал, после армии, то есть, как пришел, что-то самбо увлекло. Тут у нас не развито боевое самбо. И вот начал вот это вот заниматься, да. Понравилось, получается, поехал, мастера спорта сделал. Ну, по идее, все сам тренировался. Ну, тренировок тут нету по боевому самбо. Не, у нас же есть федерация. Не, ну федерация это спортивное самбо, боевого нету. Ну, боевой все равно под спортивный, ну а так профессиональных тренеров нету. Я, получается, даже вот от Якутии вылетал, я один был. А нет, вру, еще Семен был, прилетал, да. Вот мы вдвоем летали, и нам помогали братья азиаты. Монголы, там, буряты, там, подсказывали, там, как, что. Мы как бы одни приезжали, и, знаешь, как-то в стороне сидим, все командами же. И вот буряты, о, бурятам, их толпа, считай. Ну и вот так вот они подсказывают, что, как лучше. Со временем вот уже включить, сейчас вот ученик уже, считай, чемпион Европы стал. По поводу азиатов, мы знаем, что как бы азиатов там в плен особо не собираются брать, да, там. И в то же время, ну, как бы вообще как относятся в европейской части России с нашими лицами, как видите, нормально у вас во время СВО?
Я не знаю. Ну, там, по слухам, говорят, то, что азиатов боятся или там, ну, такие воины хорошие, потому что, я не знаю, я считаю, знаешь, как азиаты, они меньше смерти боятся, что ли, или как-то так. Фатализм? Ну, я не знаю, ну, если воевать, то воюют. Ну, не то, что бесстрашно, все боятся тоже, конечно. Ну, уже как бы не бегут, позиции не бросают, такого, ну, меньше всего. Не буду, конечно, то, что говорить, то, что хвастаться, но реально, пацаны дружно, они в быту проще, все такое. Им легче. Пацаны же все охотники или что, или деревенские. Им вообще хорошо так. Готовят, кушают, все сами. Жит быт у них вообще нормально. Я вот даже приезжаю, постоянно кормят чаем, там все такое. Даже один раз приехал, и первый в Казани, вот тогда зайца попробовал. Этот русак или что. Я первый раз видел, он как собака, блин, большая. Но они вкусно варят. Там. Охотники, что, косули есть, все есть. Им даже вот эти тушенки не нужны. Они потому что все добывают сами. Фазаны, ну фазаны там, что, как курицы, их там, их полно, они там, можно подойти в жопу пнуть им, они не боятся ничего. Ну, ты у нас якутско-бурятский парень. Да, родился в Бурятии, а вырос в Якутии с первого класса тут. Это, ну, родина моя. Я, например, здесь все знаю, меня знают. Я, например, в Бурятии поеду, я вообще там гость. Поэтому родина это где я вырос, Якутия. Вот даже мы с Улустаном поехали, вот то, что нам помогло, то совместно. С Улустаном на якутском хорошо разговаривает, я на бурятском все равно вырос, я свой язык знаю. И получается, мы даже вот едем и ищем парней с Якутии. Смотрим, вроде азиат останавливается. Бывает алтайцы, тувинцы или что-то. Смотрю, бурят. О, я по-бурятски поговорю, он там подскажет. Вон там якутское подразделение, туда надо ехать. Мы уже сориентировались, уже оттуда выезжаем. Так. Уже, ну, легче было так находить. Группировка Вешка сейчас, раньше же, вначале же непонятно было, что такое В, З, там, центр. А сейчас все понятно, вот группировка дальневосточная, все, они там вместе уже, все видно. Там без разницы, кто-то армянин, русский или что-нибудь такое, все дружные даже. Он с Якутии сколько там, даже в ВДВ приезжал, там был парень узбек, он узбек с Киргизии, но призван с Якутии, он, ну, вырос, семья тут. Такой молодой пацан, образованный, кстати, еще, высшее образование. Ну, там он такой, у него позывной Маджахет. Но он с Якутии, он с якутским ножом ходит. А как относится именно к выходцам из Якутии в группировке В? Хорошо относится, старается брать, потому что они, ну, говорю то, что они в быту хорошо. Не надо ухаживать, нянчиться, грубо говоря. Да, быстро они осваиваются на место, грубо дислокация меняет, они быстренько окопали, все сделали, все подготовили, траншеи там, ну, покушать, все, охотятся же. Мы, помнишь, даже ехали, фазана сбили, лобовое разбили. Там же моратория на охоту, они поэтому спокойно ходят, дичи много. А парням-то хорошо, что в лесополках сидят спокойно. Один раз, кстати, случай был, сейчас помню. На мини подорвался кабан. Да, вот я первый раз тогда кабанятину попробовал. Ну, это вкусная вещь, дичь настоящая. Но она не такая, как свинина, она вообще вкусная. Пацаны вот позвали, вот у нас кабан, откуда, что? А, он на мини подорвался. Там полтуши осталось, ну, приготовили. Ну, это тема вообще вкусная. Что ты можешь посоветовать ребятам, которые думают, ну, помочь волонтерам, да, вот, которые поехать стать сотрудниками опорного пункта, может быть, в какой-то степени военными корреспондентами. Вот что ты этим ребятам можешь передать, что ты сказать им можешь? Ну, не знаю, пусть обдумывают, ничего страшного нет, главное, хотят к цели, пусть стремятся. Ну, все-таки советы гражданским парням, которые собираются за ленточку. Ну, что советовать? Фронт учить, новости смотреть, где что, как, когда даже прибывает, там, каждый день надо смотреть сводку. Мало ли, про фронт, ну, сейчас уже не так передвигается, раньше-то непонятно было. Сейчас уже наши уже вперед идут. Ну, все равно надо контролировать, где больше прилетов, где меньше. Им же дают подъемные, все такое, чтобы они подготовились. Эти деньги тоже не просто так, как бы, им дали, они там потратили, и все. Это же, как бы сказать, тоже егошняя безопасность, все. Пусть вот на себя тоже немного потратит. Конечно, Минобороны одевает, там все государство одевает, но она не настолько оденет так, что это егошняя безопасность, там даже мелочи. Напашники, ну, получше возьмет, там, мошенники, наплечники.
Это его ж безопасность. Она недорого стоит. Вот для себя это его личное будет, поэтому пусть себе приобретает. А не так, как, ну, мы стараемся помогать тоже, конечно. Но республика не может обеспечить. Да, не всех не можем обеспечить, да. Ну, стараемся, вот мобилизованные есть. Тем более, если парень попал в штурмовую бригаду, например, Да. мы же не знаем. Поэтому надо подготавливаться, все, вообще вплоть, даже вот в ютубах много даже передач, если посмотреть, что надо в первую очередь взять. Это элементарно, там, сумочку собрал, ничего лишнего, зато она у тебя всегда с собой. Потом не надо там искать, там, где он тоже будет покупать, или, ну или даже если есть, она втридорога продают. Дома, если решился по контракту, пусть он сразу себе купит все, что надо. Зато готов. Ну и не бояться, что теперь, раз уж пошел чуть. Не надо прятаться. А то бывает то, что вроде хочется, потом приезжает, ну, не, что-то не надо. Пусть заранее подготовиться, задуматься. Если пошел уже, все, что Родина зовет помогать. Значит, надо до конца, до победного. А тем парням, девочкам, может быть, юношам, которые смотрят твои репортажи, которые очень широко распространяются, что ты им хочешь сказать? Что, ну, дальше будем работать, еще материал предоставлять. И сейчас постараемся вообще, как бы сказать, веселые, как пацаны радуются, как живут. Больше такого материала. Войны хватает.